Бзирашәымыз ҳаҭырзқәа телехәаԥшцәа, иааҳартуеит аԥсуа культура ашҭа. Иахьа Сасны даҳтәуп арҵаҩы, амузыкатә индустриаҿ иажәижәаба шықәса инеиреиҳаны аус зуа, зхатә методика змоу Шираиан Аида Артем-иԥҳа. Саргьы иахьатәи адырраҭара иахәаԥшыз зегьы бзиала шәаабеит аԥсуа культура ашҭахь ашәасҳәоит. Иахьа асасцәа рацәаҩны иаҳҭоуп, аха хадара зуа иахьа авокал ибзиаӡаны аҵаҩцәа идзырҵо Аида Артем-иԥҳа Шираиан. Сара Рамина ус башара стәаӡам, избанзар лылаҿы сҽазыҟасҵоит, иахьа ҳзеиҭало ҳәатәы исықәҿу, исықәымҿио. Ҳалагап аицәажәара. Аида Артемовна, добро пожаловать на Абхазское телевидение. Спасибо большое, что пригласили. У нас в гостях сегодня уникальный педагог по вокалу, автор собственной методики, который готовит студентов к поступлению в музыкальные вузы. Более 30 лет в музыкальной сфере. Здравствуйте, Аида Артемовна, еще раз. Аида Артемовна, давайте начнем с самого начала. Расскажите, пожалуйста, нам, с чего началось ваше увлечение музыкой? Какие были первые шаги на пути к вокалу? Как и все советские дети, меня родители отдали в музыкальную школу, а в 10 лет я попала в очень известный на тот момент по всему Советскому Союзу хор, он назывался «Детская интернациональная хоровая капелла» под руководством Гурама Курашвили. И с этого времени началась моя певческая деятельность. 10 лет я там пропела. Время шло, я подрастала, уже начала учиться профессионально хоровому дирижированию. После этого я стала, так сказать, у руля хоровой капеллы. Как дирижер. Хоровое дирижирование – это вокал, так как мы там не рисуем, а поем. Нужно знать все нюансы, технику пения, так как разучивая произведение с хором, это еще более ответственно, еще сложнее, потому что тут ты не с одним человеком работаешь, а с целым коллективом. Он был из 80 человек. Мы представляли Советский Союз на международных конкурсах за границей. Я много раз ездила на международные конкурсы. И везде мы получали первые места, привозили Советскому Союзу первые места. Вот, несмотря на то, что мы из маленькой республики, но были такие вот очень талантливые и сильный хор. Да. Был очень сильный хор. И на мне была еще большая ответственность, потому что нужно было отвечать, так сказать, за работу огромного количества ребят. Все ребята были до 18 лет. Да, вот как школу заканчивали, уже уходили из хора. Каждый поступал уже куда хотел. Самому младшему было 10 где-то лет, ну и самому старшему 18. Да, потом на базе этой хоровой капеллы мы открыли первую на тот момент частную музыкальную-хоровую школу. Как раз это было время, когда только-только вот открывалось все такое частное. Школа была как музыкальная, только с хоровым уклоном. И, конечно же, опять-таки хор там вела я. Да, и из этого уже хора более талантливых, способных, перспективных детей я со временем переводила в большую капеллу. Да. В основной вы состав. Сейчас занимаетесь индивидуальными занятиями. Да. Если сегодня выбирать, вам комфортнее индивидуально заниматься вокалом с учениками или групповые занятия? Ну а как вы пришли к индивидуальным занятиям? Почему не продолжили именно? Потому что потом случилась война, она вообще изменила все планы и представления о карьере, о будущем. И прошло немного времени, и понятно, что наш хор распался, потому что там были ребята разных национальностей, многие поуезжали. Вот, когда уже все заново начало оживать, поначалу, сами знаете, были трудные времена, не до хоров было, не до пения. А потом я все-таки
снова взялась за это, уже стала заниматься индивидуально. Потому что даже в хоре ты все равно индивидуальный подход у тебя есть к определенному участнику хора, с ним ты тоже что-то отрабатываешь. Я могла слышать, вот стояла 80 человек был общий состав, 65 человек был основной состав, и постоянно репетировал основной состав. И вот в каком голосе, где один человек неправильно спел, я знала все голоса наизусть, и у меня, конечно, очень хороший слух. Лида Артемовна, вот вы сказали про слух как раз. А это генетика? Может быть, кто-то из ваших близких, из семьи вам передал моя это? бабушка, мама моей мамы, она закончила консерваторию ростовскую когда-то, пела, у нее был потрясающий силы голос. Вот. Гены у меня бабушки моей, да. Аида Артемовна, как вам работается с детьми? К вам на занятия приходят дети, которые, ну не только дети, но и взрослые, которые действительно хотят заниматься музыкой, а в школе чаще мы встречаем таких детей, которых немного заставляют родители. С ними как работается? Например, может, какие-то другие методики нужно принимать, какой-то индивидуальный подход? Вы знаете, так, не знаю, вот случилось, что ко мне никто насильно никогда не приходил по воле родителей. Таких проблем не было, все ходили всегда с удовольствием. Ну, может, было 2-3 ребенка, которые по каким-то потом причинам, они еще на спорт ходили, еще куда-то. В итоге не получалось все, да, совмещать, и какие-то, да, дети в течение лет, Отсеивались. несколько детей всего лишь, да, Аида отсеивались. Артемовна, по поводу спорта. Кто-то говорит, что спорт мешает петь вокалисту, кто-то говорит, что наоборот помогает. Как вы считаете? Но на мой взгляд, я не думаю, что он помогает. Дополнительные физические нагрузки – это не про ту выносливость, которая певцу нужна. Иногда вокалисты говорят, так, если у вокалиста хороший пресс, то ему легко взять какую-то ноту. Это заблуждение? Это заблуждение, это фантазии какие-то. Потому что, чтобы хорошо петь, конечно, обязательно нужно использовать певческое дыхание. Живот, как я всегда говорю ребятам, это наш первый друг. Нет работы живота, нет хорошего пения. Никогда. Не давите на связки, давите на живот. Очень важно то, о чем я всегда говорю ребятам, что в вокале должно быть все по чуть-чуть, совершенно чуть-чуть. И такое громкое слово «давить на живот», конечно, не соответствует действительности. Мышцы живота должны совершенно немного сокращаться. Этого будет вполне достаточно, чтобы перенести нагрузку со связок на живот и дать возможность звучать красиво. Все должно быть немножко. Любой перебор, если вы сильно сдавите живот, у вас сопрет, наоборот, здесь дыхание. И то, от чего мы убегали, не надавить на связки, мы как раз-таки возвращаемся к этому. Поэтому все чуть-чуть, все немножко, аккуратно, просто нужно знать, как это делать. Мы обязательно вернемся к вопросу об авторской методике, а сейчас Наур представит нам остальных гостей. Начнем с тех, кого я вижу. Это Вика Микая. С нами она пела «Апсва диско». Я ее очень хорошо знаю и в работе тоже. Далее Самвел Америкян. Самвел, мы тебя очень часто слушаем. Ты новый ученик Аиды Артемовны, с чем я тебя и поздравляю, потому что попасть к ней, ну, мы все знаем, как сложно. Анана Квачахя каждый раз ездит из Гала для того, чтобы заниматься вокалом именно у этого педагога. Представляешь, да, из Гала ездить в Сухум для того, чтобы получить знания. Я думаю, что стоит. в будущем ты плоды все-таки эти прекрасные увидишь. Ну, вид, голос, все соответствует. А далее у нас Алиса Авидян. Да, в этом Алиса году она поступила в Московский государственный институт культуры. Поздравляем Мы ее, тебя, да, Алиса. с этим поздравляем. Валерия Делба, студентка Московского государственного института культуры, окончила в этом году на красный диплом и поступила в магистратуру. А также она будет участницей одного очень известного телевизионного проекта «Ну-ка все вместе». Об этом мы поговорим подробнее чуть позже. Диана Карбащан, певица, солистка кавер-группы Jam Band. Конечно же, и как же без него? Ливан
так же, как и Лера, Московский государственный институт культуры. И в этом году поступил в аспирантуру. Вы такие молодцы, мы вами Добро очень пожаловать. гордимся. Лера, давай начнем с тебя, наверное. Я хочу, чтобы ты нам рассказала. Совсем недавно все жители Абхазии, ну и не только те, кто тебя и в России знает, увидели. Ты выступила прекрасно, по моему мнению, педагога. Не будем спрашивать, потому что она всегда найдет, что сказать. Это точно. Для это нас, да. для слушателей это было супер, и я очень рад за тебя, потому что, ну, я уверен, что у учеников Аиды Артемовны без проектов, без каких-то свершений не бывает. Но это твой первый проект, правильно? Такого масштаба, да. Масштаба, да. Как ты туда шла, с какими мыслями? На самом деле я давно мечтала туда попасть, и с Аидой Артемовной мы очень-очень плодотворно работаем всегда, и на самом деле с самого моего поступления она всегда со мной, за что я безумно благодарна, и, соответственно, песню, конечно же, мы с ней делали, работали над песней. Ливан, кстати, нашел мне эту песню, вот, и такая плодотворная работа сказалась на дальнейшем моем выступлении, которое увидели уже все, и что могу сказать? На самом деле, правда, это было очень волнительно. Во-первых, потому что я представляю свою страну, вот, и масштаб этого конкурса действительно очень большой, поскольку это был последний город, Санкт-Петербург, так как там огромное количество городов других, где было также много участников. Санкт-Петербург также не отличился, там было 1500 заявок, и огромное количество людей стояло просто у входа в ожидании того, чтобы пройти на эту сцену, к звездам, к экспертам. Вот. Сколько ты прождала в своей очереди? Ну, достаточно долго. У меня на самом деле все в абстракции было. Я просто ждала выхода на сцену. Если ты, условно говоря, не успеваешь попасть на кастинг, то ты имеешь право в другом городе снова принять участие, да? Но это последний был Были город. такие ребята. Поскольку это был кастинг очный, первый этап нужно было пройти. Он не снимался, это именно вход в кабинет. До того, как попасть на главную сцену, был еще, так скажем, смежный кастинг, в котором нужно было предоставить свой материал, который в дальнейшем отбирали, либо тебя вообще могли не выставить на эту сцену. То есть сказав, что спасибо, отдыхайте. Вот. И именно этот конкурс в кабинете проходил так, что вызывалось по 5 человек, каждый пел буквально по 30 секунд песни, которую он хотел бы представить, и в дальнейшем выбирали, сказали, вот, как у меня было, допустим, сказали, Лера, остаетесь, остальным спасибо. Вот, и в дальнейшем я понимала, что дальше у меня будет эфир, но мне его тоже пришлось ждать, пока это все проходило, вся эта процедура. Мы приехали туда в 7 утра, выступила я прям вечером поздно. Поэтому, да, было много времени на настройку. Это же всегда сложно. Вот у тебя большой опыт, ты выступаешь часто, ну, в Москве, где ты учишься. Когда на тебя смотрят не как на просто там пришел на концерт, а тебя оценивают, да, жюри сидит 10 человек. Это вообще не похоже на то, когда ты просто на сцене выступаешь. Как ты собираешься? Может быть, ты молишься? Что? меня Или слова Долина, или Аиды Артемовны? Например, Чьи ты чаще помогает вспоминаешь? папа. На самом деле, да, есть свои методы подготовки, но, конечно же, из-за того, что со мной была постоянно на связи Аида Артемовна, я писала просто каждый шаг, вообще абсолютно все. Мы с ней по видеосвязи всегда и готовимся, и репетируем. И я говорю, вот, Аида Артемовна, вот это вот сейчас мне надо, сейчас я выйду, вот это надо пропеть. Она говорит, Лера, спой, как я тебя учила, все, методику вспоминай. Она мне пропевает голосом, я слушаю внимательно. Так что я не могу сказать, что у меня не Что было... ты была одна. Да, и тем более еще также Ливан Пхаладзе со мной поехал. Он поехал со мной поддержать меня в Питер, и поэтому я не чувствовала то, что я была одна. Наоборот, и даже после того, как Поддержка была. Да, после того, как я выступила, я сразу написала Аиде Артемовне также обо всем, как все прошло. И касательно настройки, и касательно того, что именно жюри тебя прослушивают и могут дать свои комментарии, я, можно сказать, что к этому уже приспособилась, так как у меня с самого детства я занимаюсь с Аидой Артемовной, и она всегда мне дает, всегда комментарии по каждому моему выступлению, даже если все могут сказать, что вот, все идеально, все здорово, я знаю, что мне будет дан очень ценный и важный комментарий, по которому я в дальнейшем смогу еще дальше улучшать свои навыки, за что я очень вас благодарю, Аида Аида Артемовна. Артемовна, у каждого артиста есть свои особенности. Вот на Леру смотрите, 20 лет, она еще только растет, ну какой-то багаж знаний еще в будущем предстоит приобрести. А какие у нее особенности? Может, это тембр голоса, может, и диапазон очень большой. Вот как вы смотрите, самое ценное, что у нее есть?
Самое ценное — это ее преданность профессии. Это то, что она всегда готова слушать и слышать, и это во многом помогает ей двигаться вперед. Нет такого, что там похвалили, тут похвалили, 5 поставили, красный диплом Распылилась, да. получила. И да, и все, я все знаю, все могу. Никогда она так не делает. Она всегда с благодарностью принимает любые советы, какие-то рекомендации и понимает, что именно это ей поможет стать еще лучше. Потому что, как мы знаем, нет границ совершенства в вокале, как минимум. Ну, вообще в искусстве, в вокальном искусстве в частности. Поэтому не бывает такого, что можно песню спеть, все, вот шикарно спел, лучше невозможно. Нету такого. Всегда можно еще лучше спеть, еще лучше прозвучать, еще лучше прочувствовать. Всегда есть к чему стремиться. Поэтому для меня, например, это самые ценные ее качества. Работоспособность. Да, понимание. и вообще ни у кого из моих учеников нет привычки, или как это сказать правильно, там, зазвездиться. Когда, знаете, много хвалят, есть такой риск слишком поверить в себя. Верить в себя обязательно нужно, это тоже двигатель наш вперед, но в разумных А бывало такое, что вы границах. возвращали на землю кого-нибудь? Такое бывает часто. И спасибо всем ребятам, что они правильно все воспринимают, никогда не обижаются на меня, потому что они знают, что, как я всегда говорю, я никогда не критикую ради критики. Если я что-то говорю, только исключительно Ради для пользы. них, ради них, чтобы еще что-то стало лучше, еще профессиональней. А они знают, что это так, потому что мы же все время общаемся. Вот они знают, что если я что-то говорю, это не просто так, а правда имеет место быть. И потом они видят, что насколько то, что я сказала, и они потом стали так делать, действительно лучше. Так что по поводу ее тембра, ну, конечно, у нее роскошный тембр, причем она обладательница, знаете, такого яркого тембра с детства, я должна сказать. Вот это что касается ее голоса. Он у нее всегда был красивый, даже для детских лет достаточно мощный. Но если ты не работаешь, то это все останется не в том виде, в где каком есть, должно быть и в каком сейчас ее все слышат. Конечно, были какие-то психологические моменты, потому что мы же не думаем, что все дети прям такие смелые, идут на амбразуру и все прочее. Конечно, в них есть какие-то сомнения, какие-то ситуации, в которых я сначала должна разобраться, понять человека, привыкнуть к каким-то особенностям, может быть, характера, восприятия. С одним можно так поговорить, а с другим по-другому нужно объяснить. Но самая главная моя цель, чтобы до ребят дошло не поругать их, а донести свою мысль, что я хочу сказать и для чего это нужно. Вот, так что, это и есть работа, Вы особенно... относитесь к этому по-матерински. Я прям чувствую, они вот Да, как это будто 100%. большая семья. Мало того, вы так их воспитываете, что они друг за друга просто, не знаю, наверное, Да, горы это- свернут. Мы это же наблюдаем в своей творческой сфере. Очень дружные. Друг за друга радуются, держатся друг за друга, помогают. Но это большой пример. Лера, мы все тобой очень гордимся. На самом деле выступление было потрясающее. Приходите к Аиде Артемовне на занятия все. Как я вот говорила, конечно, я в основном сейчас занимаюсь с теми людьми, которые хотят быть в этой профессии, кто хочет поступить в институт, кто уже в профессии. Вот. И это, знаете, честь и хвала им, что они считают и хотят еще себя улучшить, еще лучше начать петь. Они думают, что я и так классно пою. Зачем мне ходить в моем возрасте уже взрослым к педагогу? Но, как известно, даже великие, Да, такие всю как жизнь Селин Дион, ходят к педагогам, до сих пор репетируют. имеет своего педагога. Как ни странно, ей уже самой-то сколько лет. Аида Артемовна, я очень сожалею, что вас не было в моей жизни. Итак, я думаю, пришло время для музыкальной паузы.
нашу музыкальную программу открывает прекрасная Валерия Делба. Спасибо большое, Лера. Вернемся к педагогу. Аида Артемовна, авторская методика. Я, когда первый раз решил к вам пойти на занятия, я зашел к вам на страничку. Первое, что мне бросилось в глаза, это создатель своей собственной методики преподавания. Скажите, пожалуйста, сегодня очень много всяких методик, но найти именно то, что тебе нужно, это достаточно сложно. Мы видим, как в интернете очень много всяких коучев, педагогов. Каждый день их становится все больше и больше. Напиши мне слово «вокал», я тебя за неделю научу, как правильно петь. Это невыполнимая задача, по моему мнению. Это я уже знаю, потому что походил к вам 2 года и достаточно много сумел понять. Расскажите, пожалуйста, в чем особенность вашей методики? Как вы ее проявляете в занятиях и вообще, что такое методика обучения вокала? Я свою методику разрабатывала долго, по крупицам, так сказать, собирала. Я слушала прекрасных певцов, известных на весь мир, которые мне нравились, их звучание. И я вот сидела и думала, как нужно вот взять звук так, чтобы звучало Именно так, вот как именно слышится. вот так, как мне нравится. Это давно еще, когда я только начинала разрабатывать методику. И я начинала сама что-то там пробовать, ощущать, понимать, как надо так взять, чтобы получился звук, который мне нравится, который я считаю, что именно такой он должен быть, Правильный. достойный, красивый. Ну, это такой спорный вопрос, слово «правильный». Для каждого свое правильно. Да, вот. Ну, по крайней мере, каждый человек поет, как на его взгляд кажется красивым. Да? Конечно, мы можем говорить про правильный звук, про неправильный звук, но это тема вечного спора. Поэтому я сама на себе все это пробовала,
искала, начинала соображать, понимать, что же там, где происходит в мышцах, что надо сделать, как его взять, куда взять, чтобы вот так или иначе прозвучал этот звук. И таким образом я потихоньку создавала эту методику, двигалась вперед, но пение — это не только отдельный звук, это совокупность очень многих факторов. Можно, знаете, взять, как мы говорим, правильный звук, но совершенно некрасиво спеть песню. Несуразно будет, да. Да, потому что к определенной песне должен быть определенный, подходящий именно этой песне подход, посыл, звучание. Поэтому это все очень индивидуально. Когда ко мне приходят ученики, понятно, что у меня вот есть методика, я знаю, как учить, я знаю, какие распевки давать, чтобы отрабатывать тот или иной звук. И, кстати, если можно, маленькая ремарка, это такая моя больная тема. Учатся петь не на песнях, учатся петь в распевках. В распевке мы тренируем свои мышцы, связки и учимся, как это все воспроизвести в нужном для нас звучании. И только потом все эти знания и умения мышцы должны привыкнуть. Знаете, есть такое понятие мышечная память. Вот, поэтому сначала нужно понять, научиться это делать, то есть найти этот звук. А это сложный момент, потому что когда педагог объясняет, ты уже головой понимаешь, что нужно сделать, а мышцы не слушаются, не получается этот звук. Это тоже такой кропотливый, долгий процесс, когда сознанием я понимаю, о чем мне говорят, как это должно звучать, а воспроизвести не получается именно вот в таком звучании. И тогда, когда уже все получилось, как мы называем в нашем таком профессиональном обиходе, мы нашли звук, нужно, чтобы еще мышцы привыкли к этому звуку. Нужно уметь передать свои эмоции, чувства голосом. Актерское мастерство. А чтобы голосом передать, нужны умения вокальные. Только вокальными, обладанием вокальных приемов каких-то можно передать вот эту свою душу. Я думаю, что нам нужно сейчас перейти к Ливану Пхаладзе. Наур. Ливана в Абхазии знают многие по его успехам. Это различные проекты и на Первом, и на канале «Россия». Это красный диплом, который он получил 2 года назад, потом продолжил. Это магистратура. Сегодня это уже аспирантура. То есть здесь речь идет не просто о человеке, который любит музыку, а тот, который именно связывает свою жизнь с музыкой. Вот из всех присутствующих дольше всех Ливан к вам ходит? Ливан 12, А можно я еще скажу, что он ваш Сколько тебе было крестный лет, сын когда теперь ты- еще? Можем. 10 лет. Да, то есть он еще и крестный сын Аиды Артемовны. Да, так что, Как мило. да. Ну, расскажи, Ливан, как произошло ваше знакомство? Мама нашла, папа нашел ты Аиду помнишь? Артемовну. И как вы познакомились? Моя тетя работала в школе, где Аида Артемовна преподавала хор. И я очень ей благодарен. Во-первых, она меня связала со скрипкой, моя родная тетя, я еще и скрипач. Вот это Потом, новость. когда понял, что хочу связать жизнь с вокалом, тетя мне предложила, что вот есть такой преподаватель. И мы пошли вместе с тетей к Аиде Артемовне. И вот с того момента по сей день мы плодотворно занимаемся, за что я очень благодарю Аиду Артемовну, потому что если бы не она, у меня не было таких успехов, и я бы не звучал так, как сейчас у меня все происходит. И, конечно же, с первого дня я почувствовал такую любовь, такое тепло, такое доверие. Я счастлив, что я занимаюсь именно у Аиды Артемовны. И когда пришел черед ехать на проект «Голос дети», я тогда еще не занимался вокалом, вот мы только пришли к Аиде Артемовне, и за 3 дня я ей сказал, что вот мне выбрали такую песню, мы подготовили, занимались и подготовили песню. Я поехал в Москву, и
очень уверенно себя чувствовал. Хотя до этого никогда не пел профессионально. Дома мама включала мне с 3 лет караоке, я уже наизусть пел все песни, которые там есть. Очень музыкальный с детства. И Аида Артемовна вселила в меня вот этот дух уверенности, и я с удовольствием принял участие. И Как ты попал на голос? я втихаря отправил заявку от родителей, потому что мне все сказали, что туда нереально попасть. Я мальчик из Абхазии, мне 10 лет, Потрясающе просто. кого там возьмут уже. И я поехал в Сочи к брату родному. Он мне сказал, давай мы так сделаем, записали песню. Ни разу я не записывался в студии. То есть как вот я ощущал музыку, так я и пел. И мы отправили заявку. Как сейчас помню, я сидел в школе, и пришла тетя и говорит, можно Ливана? Я выхожу, и она мне говорит, что нас взяли на кастинг, мы летим. И я просто очень сильно заплакал, зашел в класс, все думают... Я сама заплачу. Да, я тогда уже всем рассказал, что вот я подал заявку своим друзьям и так далее. И когда я зашел... Какое-то счастье для подростка, просто представьте, такой проект. Да, там 13 тысяч заявок, и попасть в 600 человек в Москву, в Останкино. Это был большой успех для меня. Сколько лет назад это было? Это было 12 лет назад. Да, Ну, когда сейчас Ливан тоже только-только. часто так делает. Он никому не говорит, отправляет заявки, а потом, ну, конечно, первый человек, который об этом во всем знает. Но часто это сюрпризы, С да? проектом «Ну-ка, все вместе» было так же, аналогично, никто не знал? Знали мои близкие, очень любят этот проект, и я обожал. Вот со 2-го сезона я пытался Тоже подавать. все начинается с онлайн-заявки, да? Да. Сначала просто сейчас добавили уже 2 года как очные кастинги. Раньше не было очных кастингов, были онлайн. Просто отправляешь заявку, если ты подходишь, тебя берут на сам проект. А сейчас для того, чтобы придать известности шоу и так далее, за ним смотрит вся Россия, и другие страны тоже следят, потому что это адаптация британской версии. И вот я прошел самый сложнейший кастинг, который был в Москве. 6 тысяч человек пришло и стояли чуть ли не на трассе, просто ждали своей очереди. Очень большая очередь была. И чтобы пройти в здание, нужно было и характер свой показать, потому что были ребята, которые просто не вставали в очередь, а сразу шли в здание. И вот это нужно очень... Получилось так делать? Нет, нет. Я очень правильный, я всегда вот стану в свою очередь, и все. Вот, во-первых, выходишь, уже то, что 100 человек сидит, огромная стена перед тобой, это уже очень... Ты хорошо их видишь? Всех вижу, даже вот Вот. последний ряд. То, что на тебя все смотрят, изучают, то, что они разговаривают, тебя обсуждают. Единственное, вот этот момент, слава богу, спасибо организаторам, что ты не слышишь этого. То есть ты просто стоишь, настраиваешься на выступление, первые 10 секунд, вот эти лучи, когда на тебя падают, это все очень стрессово. Но я уже натренированный, с большим опытом выступлений в Москве и здесь. Для меня волнение должно оставаться за кулисами. Вот когда ты только выходишь на сцену, ты должен про все забыть и погрузиться в музыку и так далее. Я вот выбрал себе центр «Взгляд» Сергея Лазарева, и вот просто как будто туда вот все пел. И... А он, мне кажется, больше всех там поддерживает. Да, и артиста. вообще там максимально теплая обстановка. Тоже очень семейная обстановка там. Это хорошо. У меня очень много вопросов к Ливану, но я хочу перейти к педагогу. Скажите, у вас бывало такое, что вам приходилось от чего-то отучивать? Ну, вы вот что-то выучили, получилось, и потом резко все поменялось там в силу того, что занимались с кем-то и прочее. На самом деле в основном не бывает такого. Но у меня есть первокурсники, которые сейчас уже на 2-й курс перешли. К сожалению, в данный момент отсутствует. И там были некоторые вопросы к подходу педагога, к звуку, ко всему прочему. То есть, ну, спасибо моим ребятам, что они уже, когда туда едут и поступают, они уже очень многое знают и сами могут Разбираются, разобраться, да, что правильно, к что чему. нет. И вот когда, ну, это редкие случаи, но когда бывает такая ситуация, что они понимают, что это им идет, ну, На так вред, скажем, во вред, они просто приходят домой, включают на мои распевы, возвращать обратно, так сказать, свою технику на место. Но вообще это редчайшие случаи, в основном такого не бывает. Редко бывает. Да. Да, а вот Ливан, ваш крестный сын, приходилось как-то с ним работать не как со всеми, а чуть-чуть пожестче? Или А все-таки с он ним послушный? приходилось жестче всех работать.
Ну, отрабатывали технику на нем. Ну, можно так тоже сказать. Иногда, Еще когда что-то хотелось бы спросить, как вот с этим монитором, наушником работать? Очень удобно, потому что ты слышишь музыку и свой вокал сразу в ушах. То есть не с колонок, которые там есть, а вот именно внутри себя звук слышишь, и ты не можешь не ошибиться, если ты профессионально подкованный, профессиональный артист. То есть это очень удобно. Намного чище у всех работа получается. Было бы здорово, если у нас тоже приобрели такую технику. Но это у каждого свой, насколько я понимаю. Это очень не гигиенично, чужие, да, Да. тоже делают. У каждого свой. И если ты еще первый раз пришла на проект, и ты никогда не работала с этим, то я думаю, Да, лучше вот это мне не рассказывала делать. Мактина Беби, что она ходила специально в студию перед выступлением и репетировала с этим наушником. да. Пришло время очередной Петь музыкальной и паузы. танцевать. Да. Ливан Пхаладзе. Сасыпсан елапсынрақ Сайнысы қоп сей бірхақ Умшыны ква ачкур паква Сыхра ква дыряп Сыпсат гел апсны Сымрақ лаша Сыпсат гел апсны Ил-ей юарбан Gel apsne, zgłacać bzance. Sepsat gel apsne, sepsej jak zlo. Sepsat gel apsne, a czas jak hane gelo zaczne. Halszara ham ci hamo, jej zakne. Waraj waktot hapsne, chodźcie. A czas jak hane chwelo zaczne Alszara ham ci hamo jej zakne Waraj waktot hapsne Chodźewo Symieszta i haraczo Shen hecan alasy zgwyrjoet Myszky z nechaj baboet Apsne wara suchciot Sypsat gel apsne Каждому моему ученику, каждому у меня индивидуальный подход. То есть даже вот возьму я какую-то распевку, уже начиная понимать ученика, я сначала прислушиваюсь, смотрю на его возможности, способности, как он воспринимает информацию, мои объяснения. Если вот что-то идет не так, я тут же на месте начинаю придумывать другой подход. Ну, как со мной было. Да. То есть мы все равно придем к конечному результату, но просто не так, как с тобой это делали, а там, как, допустим, с Викой делали или еще с кем-то. Или вообще абсолютно вот на месте
придуманная Новая штука. да, ситуация. А попробуй вот так вот сделать. А вот если ты вот сейчас представь, что вот это, у тебя звук как раз туда и попадет. И действительно, а это все на основе того, что я вижу. Материал. То есть вот, так сказать, ученик тоже рабочий материал для педагога, понимаете? Чутье, ощущение да. этого человека приведет к результату. Я хочу перейти к Диане Карбащан. Диана – певица, солистка кавер-группы Jam Band. Диану я узнала из проекта Апснастар. Она очень ярко так выделялась среди участников, таких же талантливых. Диана, расскажи, как начался твой путь, твое знакомство с Аидой Артемовной? Ну, во-первых, добрый день всем. Мой путь начался еще с самого детства. Первый раз я вышла на сцену, когда мне было 7 лет, уже на большую сцену. А до этого, естественно, моя сцена была табуреточка. Пела для всех гостей, да, родственников. Ну и, естественно, задатки, да, таланта увидели все, отдали к педагогу, к первому тогда. Вся моя жизнь была связана с музыкой. Это в школе выступления, естественно, на разных конкурсах и так далее. Представляла школу. Вот, занимая там первые места, была популярной всегда. Это, в принципе, у меня с детства такая любовь, ну, быть в центре внимания. Потом я поступила в Гнесинское училище. Там отучилась, но не пошла дальше в академию. Я стала работать, выступать на разных фестивалях, корпоративах, уже свадьбы, ну и так далее. Но ты большую часть жизни прожила в Москве, правильно? Да, да, да. Сейчас последние сколько лет ты находишься в Абхазии? У тебя родственники здесь? Да, живешь мой тут? папа родился здесь, Да. папа Сколько отсюда. лет ты уже здесь, в Абхазии? Ну, с 22 года уже стабильно здесь. Стабильно да. тут находишься. Стабильно здесь, потому что мой папа решил вернуться в свои родные края. Домой. Из Москвы, да, домой. И, естественно, вся семья поехала. Ну, как вы познакомились с Аидой Артемовной? С Аидой Артемовной мы познакомились, потому что я уже была наслышана. Очень много отзывов хороших было от всех ее учеников, особенно от Ливана, с которым я познакомилась на том же проекте Апснастар. Я вообще была новенькая, и потом я просто очень искала своего педагога здесь, потому что, как правильно вот все говорят, и Аида Артемовна всегда говорит о том, что даже уже состоявшийся артист обязательно должен иметь педагога и всегда совершенствоваться в вокале и в своем профессионализме. Я хотела сказать о том, что я вот как раз тот случай с Аидой Артемовной, когда ей приходится очень пытливо меня переучивать от другой, скажу так мягко, неправильной техники. И огромное спасибо Аиде Артемовне за ее терпение, за ее определенный подход к каждому ученику и определенный подход ко мне, которая все время в работе, все время выступает, и Аида Артемовна всегда находит и время, и возможность меня принять, и всегда подходит индивидуально к моему, к моей ситуации, имею в виду. И переучивает меня так, как нужно правильно петь. И это было очень сложно, но мы идем к этому такими, цели. да, к цели идем. И я уже сама замечаю, да, правильно, Аида Артемовна, что я уже лучше Она гораздо еще пою. сомневается, Аида Артемовна, что вы скажете, спрашивает. Все будет отлично, всё если, хорошо. можно я скажу за вас, если ты не устанешь и будешь идти вперед, да, Да. только терпение и все. Скажи, пожалуйста, на каких языках ты поешь, я знаю, их очень много. Плюс расскажи, какой ты национальности, какие у тебя вероисповедания и прочее. Мне это очень интересно, потому что это очень многогранная личность, да, на самом деле она не только поет, но и образы у нее разные и прочее. Да. Рассказывай. Правда, мама имеет индийские и еврейские корни, папа армянин, который родился здесь, ну, получается, амшенский армянин. Вот.
и все вот это в себе совмещать бывает. А ты да, сама абхазка, да? А я сама абхазка. Давайте тогда перейдем уже к музыкальной паузе и снова услышим этот прекрасный голос. Standing in the line, yeah. Wonder what it don't move. Trying to get it, hey, yeah. Watch people break the rules, and maybe the man in charge doesn't like my face. But then this world not always good, and nothing's real but a love. Nothing's real but a love. Ooh. No money, no house, and no car. It's like love. The world just open mounted as we joke around like fools. See who can be the worst. I watch what I can do. But then the door gets slammed right in my face. And I get this world not always good. And nothing's real but a love. Nothing's real but a love. Ooh. No house, no car, no job can beat the love. Ooh, it won't fill you up. No money, no house, and no car. It's like a love. La 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 la. La 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 la. I put it all away. Holding the day for a rainy day. But what did the day don't come? I need a love. No money, no house, and no car. It's like a love. Ooh, it won't fill you up. It won't fill you up. It won't build you up. It's not a love. Nothing's real but a love. No money, no house, and no car. It's like a love. Nothing's real but a love. No money, no house, no car. It's like a love. Спасибо. Диана, спасибо тебе огромное. Во-первых, девушка у вас очень статная, сценичная. Естественно, здесь все такие, ну, мы их видели на сцене. Если вдруг к вам придет человек, который круто поет, но на сцене никак не выглядит, вы его возьмете? Что вы будете с ним делать? Я вот когда слушал ее и понял, что важно же не только петь, выглядеть прекрасно, не знаю, когда ты на сцене заполняешь собой всю сцену своей энергией, собой. Харизматичность, да, внешность, да, Вы с ты этим имеешь в виду? работаете? Вы можете из поющего человека вытащить характер, не знаю, ну вот показать его совершенно с другой стороны? Было такое? Ну, я практически постоянно этим занимаюсь, потому что ну, мы же не поющие куклы. Мгм. То есть певец — это много составляющих. Совокупность. Это не всего. вокалист, который просто издает звуки. А певец в себе вот, содержит очень много качеств. И, естественно, то, о чем ты сейчас говорил, это и есть, прежде всего, актерское мастерство. То есть то, что такое песня? Это история, которую мы должны передать слушателю. Но мы ее не можем с безразличным лицом передать, она так не передастся. То есть это будет просто поющий столбик, если так можно выразиться. Вот. И, естественно, во время наших занятий мы занимаемся обязательно И этим тоже. актерским мастерством, умением
вот эту историю, которая рассказывается в песне, а каждая песня содержит какую-то историю, мы учимся это передать всем, и с голосом, и внешне, и лицом. Тогда только зритель поверит в эту историю, захочет вместе с нами заплакать или засмеяться, порадоваться, погрустить. Почувствовать всё это. Да, только тогда он это почувствует. Поэтому это неотъемлемая часть нашей работы. Обязательно, в обязательном порядке. Мы переходим к следующему гостю. Это у нас вот Виктория Микая, сестра Асиды Микая, да. Асиды Микая. Мы Асиду знаем ближе, Давно, лучше, да. потому что у нас был опыт работы в Апснастале вместе. И Асида сегодня очень многим помогает переводить на абхазский язык тексты. Расскажи немного о себе, расскажи о том, как ты попала в эту команду и какие у тебя ближайшие планы. Здравствуйте. Вокалом я занимаюсь, наверное, с самого детства. Просто путь мой был долгим, тернистым, потому что начинала я петь еще на школьной сцене, сначала на каких-то праздниках, мероприятиях. Потом уже произошел такой переломный момент, наверное, когда я спела первый раз на большой сцене, если ее так можно назвать. Было мое первое такое выступление в Ачимчирском доме культуры на конкурсе «Орфей», где я потом уже взяла гран-при, победила. Там я познакомилась со многими людьми, которые потом в будущем повлияли на мою профессию. Но к Аиде Артемовне я пришла благодаря моей сестре и моей маме, которые очень долго наблюдали за Ливаном. Они его знали намного раньше, чем я, и Аиду Артемовну тоже узнали благодаря Ливану. Моя сестра написала Аиде Артемовне, спросила, возможно ли такое. Первый раз, когда я к ним пришла, если честно, я думала, что она очень строгая, что мне было очень страшно на самом деле, потому что это было такое прослушивание. Я сейчас понимаю, что оно, правда, было таким судьбоносным, потому что Аида Артемовна очень сильно повлияла и на меня, и на всех своих учеников в принципе. Я собираюсь поступать в Московский государственный институт культуры, собираюсь связать свою жизнь с музыкой. И благодаря Аиде Артемовне, нашим общим совместным трудам, я уверена, что у меня обязательно все получится. И я еще сюда вернусь обязательно. Тогда, может быть, перейдем к песне? Хорошо. Давай. Встречайте, Виктория Микая. Кто не знаю, распускает слухи зря, что живу я без печали и забот, что на свете всех удачливее я, и всегда, и во всем мне везет. Так же, как все, как все, как все, я по земле хожу, и у судьбы, как все, счастья себе прошу. Счастья себе прошу. Вы не верьте, что живу я, как в раю, и обходит стороной меня беда. Точно так же я под вечер устаю и грущу, и реву иногда. Так же, как все, я по земле хожу, и
Нам повезло, мы сегодня услышали столько замечательных голосов, замечательных композиций. А где можно услышать не только нам вас? Какие у вас ближайшие планы? Может быть, есть какие-то площадки для выступления, куда мы можем прийти? Да, уже совсем скоро состоится наш концерт учеников Аиды Артемовны Шараян. Состоится он в Руин-баре в 20:00, и мы приглашаем всех послушать качественную музыку, качественный живой вокал Ой, мы придем обязательно. и погрузиться Всех ждем. в мир красивой музыки. 25 августа в Руин-баре в 20:00. Приходите послушать замечательные голоса под живой звук. Сейчас прозвучит музыкальная композиция, которую вы сможете услышать 25 августа в Руин-баре. Но первые счастливчики — это мы. Итак, мы приглашаем Валерию Делба и Лимана Пхаладзе. Ты мой Везувий, ты моя бестия, это просто безумие. Быть с тобой вместе, ты мой Везувий, непредсказуем наша любовь, такая безумная. Ты мой Везувий, ты моя бестия, это просто безумие. Быть с тобой вместе, ты мой Везувий, непредсказуем наша любовь, такая безумная. Сложный мир, фразами сложенный, пазлами в пропасти времени, скорость падения по траектории сердцебиения. Черным на белом, дрожью по телу, голос любви в миллион децибелов. Чувства разбросаны где-то внутри, так ярко. Смотри, ты мой Везувий, ты моя бестия, это просто безумие. Быть с тобой вместе, ты мой Везувий, непредсказуем наша любовь, такая безумная. Ты мой Везувий, ты моя бестия, это просто безумие. Быть с тобой вместе, ты мой Везувий, непредсказуем наша любовь, такая безумная. Нравится, по утрам плавится, воздухом словно внутри меня красные линии пересекаются с твоими сильными. В каждом движении прикосновения, в точке высокого напряжения. Пальцы сплетая, мы совпали краями, только держи меня. Ты мой Везувий, ты моя бестия, это просто безумие. Быть с тобой вместе, ты мой Везувий, непредсказуем наша любовь, такая безумная. Ты мой Везувий, ты моя бестия, это просто безумие. Быть с тобой вместе, ты мой Везувий, непредсказуем наша любовь, такая безумная. Просто безумие, быть с тобой вместе, ты мой Везувий, непредсказуем наша любовь. Переходим к следующему ученику Аиды Артемовны. Это новенький совсем. Я думаю, все его уже приняли, пока у меня еще не было возможности сходить к вам, познакомиться. Самвел, я тебя поздравляю, ты теперь в семье Аиды Артемовны. У тебя уже пару уроков, наверное, было, и ты уже познакомился, хотя, в принципе, наверное, многих ты уже и так знал. Хочу, чтобы ты рассказал первые впечатления. Ты музыкой занимаешься очень давно. Это еще один пример, когда человек уже, можно сказать, состоялся в профессии, когда он свободно, да, поет, разные репертуары и прочее, но педагог необходим для того, чтобы становиться еще лучше, как Аида Артемовна сказала, совершенству нет предела. Первые впечатления какие у тебя? С Аидой Артемовной мы были уже давно знакомы, да, но я давно хотел к ней попасть, уже какие-то свои личные причины постоянно оттягивала. Аида Артемовна всегда на слуху в творческих кругах была, поэтому как бы цель была к ней попасть, и вот это свершилось, мы уже почти месяц работаем вместе. И
впечатления такие, что вот первый урок вышел, обдумал это все, легкую депрессию поймал. Было такое ощущение, что все эти годы я делал что-то не так, но как бы уже этот этап проходит. И, ну, знаете, никогда у меня не было в своей карьере, чтобы меня кто-то наставлял. И это впервые необычно, да, и очень приятно, когда вот после каждого урока мы анализируем, понимаем. Я воспринимаю то, что было сказано, сделано, я понимаю то, что это давно мне нужно было. И я очень рад, что я попал и нашел своего педагога. И надеюсь, что через годик какие-то плоды уже, которыми я, может быть, здесь в студии мы придем и поделимся. Как я пришел к тому, что мне нужен педагог, потом объясню. В прошлом году, когда я пробовался на тот же проект «А ну-ка все вместе», 9 человек нажали кнопку. Одного человека я не смог поднять, да, и вот тогда я понял то, что что-то не так, не хватает своих сил, и нужно как бы работать над собой. Дожимать. Да, дожимать, и я надеюсь, с Аидой Артемовной у нас все получится. Аида Артемовна, ну, у молодого человека тембр необычный, есть с чем работать, да. А вы первое впечатление, ну вот я знаю, когда я пришел к вам, вы мне сказали, не знаю, насколько ты выдержишь, но чем больше ты выдержишь, тем лучше для тебя. Что про него скажете? Я сам было сказала То же самое? Ты сможешь, выдержишь? Ну, у меня другого пути нет, потому что я уже четко выбрал свою дорогу, чем я буду заниматься, и, безусловно, Только музыкой? только музыка, да. Мгм. Если можно, хочу раскрыть еще одну маленький секрет. Здесь в данный момент, ну, к сожалению, не все мои ученики. И вот одна из тех, кого здесь нет, отсутствует очень по уважительной причине, потому что она сейчас находится на проекте «Ты супер». Молодец Да, она какая. прошла отбор, кастинг, ее выбрали. Как ее зовут, нам скажите? Ее зовут Николь Джергения. Евгения. Поздравляем. То есть в её. скором времени Спасибо. мы ее по телевизору увидим? Да, Да, супер. это очень достойное участие, и уже участие там, я считаю, это опыт, очень да. похвально и прекрасный опыт, и себя сколько показать. девочке лет? Ей 17. Наша сегодняшняя передача — это такая большая мотивация для всех, кто посмотрит. Ну, для начинающих, по крайней мере, артистов точно. Потрясающие новости. Новость за новостью. Хорошо, что у нас есть такие представители нашей, да, Родины. Переходим к следующему участнику нашей программы. Это Анана Квачахия, участница, солистка ансамбля «Марзахан». У меня есть небольшой опыт работы с ней. Она очень талантливая, очень приятная в работе. Анана, расскажи, пожалуйста, как ты пришла в музыку, как произошло знакомство с Аидой Артемовной? Всем здравствуйте, меня зовут Квачахия Анана. Я увлекаюсь музыкой достаточно-таки с ранних лет, но, как я считаю, я именно профессионально им начала заниматься только когда попала в руки именно к Аиде Артемовне, за что я безумно благодарна Богу и судьбе, что я встретилась с этим прекрасным человеком. И хочу сказать спасибо Ливану, потому что именно через него я попала, познакомилась с Аидой Артемовной. Вот. Я тоже собираюсь поступать. И я думаю, что с поддержкой Аиды Артемовны у меня все получится. Мы хотим услышать вашу песню. Вы готовы? Да. Анана Квачахия. Это снимать? Хватит летать. В небе все замерзают, белым снегом срываются вниз. Кричи сейчас. Может, завтра не будет, нас сотрут и забудут. Детские ожидания не оправдались. Из небесной судно правил. Кто же знал, что мечтатели не защищают? Их никто не оправдает. Амели, Амели, посмотри, сколько юных художников из-за тебя как один полегли. Амели,
тебя прощать. Слишком было бы просто, не придется любовь откусить, порой молчать. На пороге соблазна это небезопасно. Из глубин океана богов призывали, но они не отвечали. Тоже верно закованы стальными цепями. Что же происходит с нами? Амели, Амели, посмотри, сколько юных художников из-за тебя как один полегли. Амели, Амели, прекрати свои глупые сказки, они не помогут найти корабли. Амели, о, Амели, о, Амели, о, Амели. Амели, посмотри, сколько юных художников из-за тебя как один полегли. Амели, прекрати свои глупые сказки, они не помогут найти корабли. Амели, о, Амели, о, Амели, о, Амели, Алиса, мы переходим к тебе. Я тебя еще раз поздравляю с тем, что ты поступила. Теперь ты студентка, у тебя взрослая жизнь начинается. Здравствуйте. Ну, конечно, было очень волнительно, но я никак не могла подвести, во-первых, Аиду Артемовну, во-вторых, себя. Мы очень усердно и упорно трудились, работали, и даже перед экзаменом вечером мы с Аидой Артемовной целый час занимались, и в день экзамена тоже на лестничном переходе мы занимались. И такое есть. Это все по видео, она тоже И очень большая поддержка была со стороны Аиды Артемовны, поэтому было больше уверенности в себе, и было, ну, не так волнительно, как могло бы быть. Но когда ты ее увидела, что ты почувствовала? Ну, Это мы говорим про Ларису Долину. ну, было большое впечатление, что я пою перед ней, это прям очень было, ну, Но я, насколько знаю, она не особо любит хвалить людей, тем более тех, кого видит впервые. Я уже не говорю о тех, кто у нее там учится по 4-5 лет, чтобы что-то хорошее услышать, и не знаю, что надо сделать. А Ну, что она тебе сказала? Вот ты закончила петь, что было дальше? спасибо, до свидания. И все. Я сдавала, вот, кроме вокала, еще коллоквиум. И после этого в этот день вечером пришли ответы, что я поступила. Были очень большие эмоции. Я очень сильно благодарна Аиде Артемовне. Без нее ничего бы не получилось. Я знаю, что вы часто берете своих учеников для прослушивания. Это очень важно для того, чтобы они себя проявили не там, где 50 человек, а индивидуально с человеком увиделись, да, визуально. И кто был уже с вами вместе там, у Ларисы Долиной? те, кто поступили. Это еще Все? поступающие. Все были? Вот с Алисой мы, правда, не ездили на прослушивание лично к Ларисе Александровне, а вот с другими учениками ездили. Вот с Лерой. Ездила с Лерой. Леру возила к Ларисе Александровне, она, Это ей так сколько сказать, тогда один было? на один ей 16? пела. А я еще знаю, что вас приглашали работать в МГИК. Не могу про это не сказать ничего.
Но, к сожалению, вы отказали. Я вам говорил, что нет, Аида Артемовна, надо ехать. Но у вас семья, у вас мама, дети. Расскажите сначала о том, как вас пригласили туда, а потом о причине, почему вы остались в Абхазии, и про свою семью тоже. Ну, если честно сказать, то меня в Амгике знают давно. Когда я бываю там, часто ребята, студенты, узнавают от Ливана, от ребят, что я приезжаю, хотят прийти хоть на один, хоть на 2 урока ко мне. Это вот студенты института, не те, которых я знаю, а которые знают вот ребят, их однокурсники или просто Знакомые. да, студенты. Также меня приглашали на мастер-классы. Им было интересно, как я преподаю, что у меня так учатся дети, поют дети. Причем в таком возрасте они всегда удивлялись, ну как вы, Аида Артемовна, с подростками вот доводите их до такого уровня, как они в этом возрасте так поют. А вы могли бы приехать нам дать мастер-класс? Но я ездила. Вот. А недавно... ну и разговор о том, что вот бы, чтобы вы приехали сюда, переехали, у нас бы преподавали. Давненько были такие разговоры. Вот, между вот нами, педагогами. Я общаюсь с некоторыми педагогами из института. Вот 2 месяца назад меня прям, не знаю, как это сказать, официально или как, пригласили на кафедру к Ларисе Александровне, да, преподавать. Очень ждут меня там, рады бы видеть, но я Дом сказала, мы не что... оставляем. А как здесь? Аида Артемовна, Детей. А здесь у вас нет в планах организовать какой-то вокальный фестиваль или конкурс детский или для постарше вокалистов? Вы знаете, я бы с удовольствием организовала. Ну, конечно, с какой-то группой поддержки единомышленников, почему нет? Вот, конечно, очень важная составляющая конкурса – это Жюри. очень компетентное жюри. Вас вокального сейчас конкурса. приглашали Агутинс Фест, вот все знаменитые Да, эти 2 года фестивали, назад жюри. мне позвонили Жюри. оттуда, приглашали в жюри вместе с Ларисой Александровной, другими. Да, еще есть прекрасная мама, которая, когда заходишь, первое, кого ты видишь, и улыбается. Добро пожаловать. Да, у меня есть мамочка моя, дай Бог ей долгих лет жизни. Ей 78 вот в этом году. Вот она любит всех моих детей, всех радушно встречает, принимает. У меня 2 сыновей. Одному 30 лет, уже 31, другому 20 лет. Старший сын имеет 3 диплома Московского университета и недавно защитил кандидатскую диссертацию. Теперь он кандидат экономических наук. Второй сын тоже пошел по его стопам, но профессию выбрал другую, сейчас модную, айтишник. Вот. Но тоже делает успехи, является членом ученого совета института, куда входят профессора. Это не студенческая совет, да. Вот. Он является руководителем научно-студенческой организации, и его как представителя там пару мест это студенты, а остальные это профессора института. Вот он теперь входит в этот ученый совет. Я хочу на этой ноте завершить нашу беседу. Каждому из вас, ученику, я желаю еще больших успехов. Спасибо вам огромное за то, что вы для нашей молодежи делаете. Если даже это 20 человек, для нашей маленькой страны это 200 тысяч человек. Я так считаю. Спасибо вам огромное. Спасибо большое, что пригласили. Аида Артемовна, спасибо большое за такую семейную, за такую теплую беседу. Спасибо огромное вашим замечательным ученикам. Они в очередной раз показали, я об этом говорила еще в начале передачи, что вы действительно одна большая семья. Вот эта передача, мне кажется, она будет большой мотивацией для многих начинающих
музыкантов, людей, которые хотят погрузиться в музыку. И последний вопрос, даже, может быть, какие-то наставления. Какие советы вы бы дали начинающим ученикам, мечтающим о поступлении в музыкальные вузы? Ну, первое — это огромное желание гореть этим делом, неустанный труд, терпение, о котором мы так много здесь говорим, потому что без него действительно ничего не получится. Иногда бывает такое, что опускаются руки в каком-то момент, когда кто-то ко мне приходит или начинает переучиваться от уже привычного, или пока еще не совсем понимает, как же быть. И кажется, что ой, ничего не получается у меня, и, наверное, ничего не получится. Главное — пережить этот момент. Я всегда, все, кто ко мне приходит, предупреждаю об этом, что у вас будет такой момент, такой период. Не сдавайтесь, не опускайте руки и твердо верьте и в себя, и в свое желание, и идите вперед, все получится, потому что когда вкладывается труд и терпение, обязательно будет результат. Апсо культура ашта и снаги артуп а культура уарзы, шем яхацла. Абзирас хашахет яхезы, яйвам хайкшираконза.